Здравствуйте, ребята! Я думаю, что вы готовы к новым знаниям. Тогда начнем наш урок биологии. Тема сегодняшнего урока – классификация растений, низшие растения. Сегодня на уроке познакомимся с предметом и задачей науки систематики, изучим классификацию растений, узнаем о таких низших растениях, как водоросли. Растения, которые нас окружают, необычайно разнообразны. В природе невозможно найти два растения, абсолютно схожие друг с другом. Они будут иметь хотя бы незначительные различия в форме, величине листьев, корней, характере опушения. Деревья, кустарники, травянистые растения – это растения, образующие семена и плоды. Споровые растения – папоротники, мхи, хвощи, плауны – представлены большим количеством форм, отличных друг от друга. Перед исследователями растительного мира в первую очередь стояла задача разобраться в этом хаосе растительных форм, создать классификацию, по которой растительный мир мог быть разбит на группы, легко обозримые и доступные для развлечения. Создание классификации растений явилось основной задачей систематики растений. Первоначально этой задачей и ограничивалась систематика. В результате такой работы был проведен более или менее учет растений. Ощущалась необходимость построить такую классификацию, которая отражала бы родственные отношения между различными группами растений. Наконец, с расширением научных знаний перед систематикой встала задача отразить в классификации также и последовательность развития растений, то есть эволюцию растительного мира. Эта задача встала перед систематикой во второй половине XIX века, после появления учения Чарльза Дарвина. Систематика растений, как и другие ботанические дисциплины, возникла из потребностей практической жизни человека. Первоначальное знакомство человека с растениями относится к доисторическим временам. Собирая плоды, семена, клубни, луковицы растений, человек отмечал полезные, отметал вредные. С давних пор растения использовались при лечении различных заболеваний. С возникновением земледелия возникла культура растений. Это привело к более глубокому познанию строения растений, их биологии. Постепенно ассортимент разводимых растений увеличивался. С накоплением знаний появилась потребность разобраться в разнообразии растений. Первая попытка дать классификацию растений принадлежит греческому ученому Теофрасту. Он приводит описание 500 растений и разделяет их на деревья, кустарники, травы. В каждой из этих групп он различал листопадные и вечно зеленые, культурные и дикорастущие, цветущие и нецветущие растения. В сочинении Плиния-старшего насчитывается уже 1000 растений, среди которых особое внимание уделяется лекарственным растениям, плодовым, особенно винограду. В XVI столетии, в эпоху Возрождения, и в ботанике появляются системы растений, различающиеся по некоторой совокупности признаков, и даже зачатки естественной системы растений. В этом отношении много сделал Цезальпин, построивший свою систему на основании строения плодов. Им были выделены такие естественные группы растений, как бобовые, зонтичные, сложноцветные. В XVI-XVII веках экспедиции, снаряжаемые для посещения вновь открытых стран Америки, Индии, Австралии, вывозили оттуда большие гербарии, и кругозор ботаников неизмеримо расширился. Описания открытых растений постепенно совершенствовались, и для удобства обозрения растения группировались в системы искусственные и очень различные у разных ботаников. Система шведского естествоиспытателя
Карла Линнея в XVIII веке сыграла огромную роль в дальнейшем развитии систематики и ботаники в целом. Карл Линней в основу системы положил строение цветков, придавая большое значение числу членов, главным образом тычинок. Он разделил растительный мир на две группы – цветковые и бесцветковые, то есть без тычинок и пестиков. Наш урок сегодня начнется в эпоху Средневековья. Чтобы представить себе это время, вспомните хотя бы книгу или мультфильм «Остров сокровищ». Корабли, путешествия, пираты, клады. Но искатели приключений отправлялись в путешествия не только за кладами. Из дальних странствий отважные путешественники привозили коллекции невиданных растений и животных. И первонаперво давали им название. Вот послушайте, как могло звучать такое название. Vaccinum pedunculis, unifloris folis serratis avatis deciduis, cauli angulato. Звучит как заклинание, а ведь это всего лишь название обычной черники. А теперь вообразите, что таких названий были сотни, и в каждой стране свои. Полная неразбериха. Но на счастье всему научному миру, в 1707 году в Швеции родился мальчик, который с детства любил все приводить в порядок, складывал кубики к кубикам, лошадки к лошадкам, выкладывал игрушки по цвету и размеру. Его звали Карл Линней. Впоследствии он стал всемирно известным ученым. Линней был без преувеличения гениальным ученым. Его вклад в биологию очень велик. За свою жизнь он сделал столько, сколько мог бы сделать целый научный институт. Карл Линней подробно описал и дал название тысячам растений и животных. Это замечательно и само по себе. Но это даже не главное. Вы помните название черники, похожее на заклинание? Так вот, Линней навел порядок в названиях, дав каждому название, состоящее только из двух слов на латинском языке. И теперь чернику ученые называют просто Vaccinum myrtillis. И с тех пор ученые называют и растения, и животные, и грибы названием из двух слов на латинском языке, как бы именем и фамилией. Например, ландыш майский — Конвалярия маялис. Курица домашняя — Галлюс галлюс. Мухомор красный — Аманита мускария. Человек разумный — Homo sapiens. Кстати, наше с вами название тоже придумал Линней. А есть растение, которое названо в честь самого Линнея. Линней его очень любил. Оно росло, да и теперь растет в северных лесах. Называется оно Линнея северная. Посмотрите, какое скромное, но в то же время изящное растение. Человек разумный, мухомор красный, Линнея северная — это название видов живых организмов. Названные организмы относятся к трем разным царствам — животные, грибы и растения. Мы уже говорили о любви Линнея все сортировать и приводить в порядок. Он предложил объединять близкие виды сначала в роды, например, разные виды колокольчиков объединяются в род колокольчик. В свою очередь, близкие роды объединяются в семейства. В нашем примере семейство колокольчиковые. Семейство в порядке, порядок остроцветные. Порядки в классы, класс двудольные. Далее классы в отделы, отдел цветковые, а отделы уже объединяются в царство, растения.
Еще раз повторим цепочку, начиная с наименьшего подразделения. Вид, род, семейство, порядок, класс, отдел, царство. Большой заслугой Карла Линнея является то, что он упорядочил систему обозначения организмов, как растений, так и животных, ввел в обиход бинарную или двойную номенклатуру, буквально значит двойное наименование. Карл Линней ввел новый принцип в биологическую номенклатуру. Он предложил называть растения двумя словами. Первое название должно быть именем существительным и характеризовать род. Второе – именем прилагательным и отражать наиболее характерные черты данного вида. Кроме того, Линней предложил составлять названия растений на латинском языке. Латинский язык, как нейтральный и мертвый язык, был удобен для этих целей. Карл Линней создал естественную систему, содержащую 65 порядков, большинство которых совпадает с ныне принятыми естественными группами растений. У Багамских островов на глубине 269 метров, где поглощается 99,9% солнечного света, в 1984 году обнаружили бурые водоросли. Бурая водоросль макроцистис грушеносной вырастает за день на 45 см и достигает длины 160 метров. Кислородом нашу планету снабжают растения, и больше всего его выделяют водоросли. В процессе фотосинтеза водоросль хлорелла выделяет количество кислорода, значительно превышающее ее массу. Способность хлореллы давать большое количество органических веществ и выделять много кислорода позволяет ученым предполагать, что хлореллу можно использовать в оранжереях космических кораблей как источник кислорода и пищи для космонавтов. Водоросли встречаются и в местах обитания с экстремальными условиями, во льдах горных вершин и Заполярья, в горячих источниках Камчатки, температура которых достигает 75,7 градусов Цельсия. Обнаружено 27 видов водорослей. В настоящее время обнаружено более 100 видов водорослей, развивающихся на поверхности снега и льда. Окраска снега может быть зеленой, красной, голубой, бурой, желтой и даже черной, в зависимости от видов, которые преобладают среди снежных водорослей. Сегодня на уроке мы с вами должны узнать, каковы особенности строения и жизнедеятельности растений отдела водоросли. Сравнить эти растения с ранее изученными, выявить черты приспособленности к условиям окружающей среды. Ребята, мы с вами уже знаем, что водоросли – это первые растения на Земле, синтезирующие органические вещества из углекислого газа и воды на свету. Они являются самыми древними растениями на Земле. Поэтому ученые считают, что современные наземные растения произошли от древних водорослей. Какие признаки объединяют все водоросли в одну группу? Большинство водорослей – обитатели рек, озер, морей. В природе существует около 30 тысяч видов водорослей. Водоросли встречаются одноклеточные и многоклеточные. Относятся к низшим растениям. Они не имеют ни корней, ни стеблей, ни листьев. Размножаются простым делением клеток, спорами, половыми клетками. Самые древние растения на Земле. Способность к фотосинтезу. Ребята, вы очевидно наблюдали летом цветение воды в лужах и прудах, а при сильном освещении и в аквариумах. Цветущая вода имеет изумрудный оттенок. Что же вызывает цветение воды? В капле такой воды под микроскопом хорошо видно множество различных одноклеточных водорослей, которые и придают ей изумрудный оттенок. Сейчас мы с вами познакомимся с особенностями внешнего и внутреннего строения одноклеточных водорослей на примере хламида, монады и хлореллы. Во время цветения мелких луж или водоемов в воде
чаще всего встречается одноклеточная водоросль хламида монада. Хламида монада – это одноклеточная зеленая водоросль грушевидной формы. На ее переднем вытянутом конце находятся два жгутика, с помощью которых водоросль передвигается. Это, несомненно, черта, родственная животным организмам. Снаружи клетка покрыта оболочкой, под которой находится цитоплазма, ядро и крупный чашевидный хлоропласт. У водорослей хлоропласты называют еще хроматофорами. Хлорофилл, содержащийся в хроматофоре, придает зеленую окраску всей клетке. В передней части клетки расположены красный светочувствительный глазок и пульсирующие вакуоли. Светочувствительный глазок воспринимает свет, и с помощью жгутиков хламида монада движется в сторону освещенного места. Пульсирующие вакуоли служат для выделения избытка воды. Хламида монада может питаться не только продуктами фотосинтеза, но и готовыми органическими веществами, поглощая их всей поверхностью клетки. Еще одна одноклеточная зеленая водоросль – хлорелла. Широко распространена в пресных водоемах и на влажных почвах, а также на стволах деревьев, где скопления хлореллы и других одноклеточных водорослей заметны в виде зеленого налета. Снаружи шаровидная клетка хлореллы покрыта оболочкой. Под оболочкой находится цитоплазма, ядро – крупный хроматофор, придающий всей клетке зеленую окраску. Фотосинтез у этой водоросли идет очень интенсивно. Она способна выделять много кислорода и давать большое количество органического вещества. Какие способы размножения вам известны? Хламида монада имеет два способа размножения – бесполый и половой. Хлорелла размножается только бесполым путем. Как же происходит бесполое размножение у хламида монады и хлореллы? При бесполом размножении в благоприятных условиях летом хламида монада останавливается и теряет жгутики. Ее содержимое делится на 2, 4, иногда 8 клеток. Каждая из клеток вырабатывает жгутики и покрывается собственной оболочкой. Под оболочкой материнской клетки образуется несколько клеток – спор, предназначенных для размножения и расселения. Споры, снабженные жгутиками, называются зооспорами. Споры хламида монады имеют жгутики и способны к самостоятельному передвижению. Таким образом, у хламида монады бесполое размножение происходит при помощи спор. Споры после разрыва оболочки материнской клетки выплывают в воду в виде маленьких хламида монад. Проплавав в воде некоторое время, клетки дорастают до размеров материнской. Хлорелла размножается бесполым путем так же, как хламида монада. При наступлении неблагоприятных условий для жизни, похолодание, пересыхание водоема, наступает половое размножение хламида монады. В материнской клетке образуются двужгутиковые гаметы. Они выходят из оболочки материнской клетки и сливаются попарно с гаметами других особей хламида монады, в результате чего образуется зигота, покрытая плотной оболочкой. При наступлении благоприятных условий зигота делится, и из нее образуется 4 хламида монады. Летом в благоприятных условиях происходит бесполое размножение хламида монады. Перед делением хламида монада останавливается, теряет жгутики и содержимое делится на несколько частей. В результате образуется от 2 до 8 клеток. Каждая покрывается собственной оболочкой и вырабатывает жгутики. Родительская клетка разрывается, молодые хламида монады выходят наружу и вырастают до размеров взрослой клетки и вновь могут делиться. При наступлении неблагоприятных условий хламида монада приступает к половому размножению. Внутри хламида монад формируется большое количество половых клеток, гамет. Оболочка родительской клетки разрывается, и половые клетки выходят в воду. Гаметы от разных хламида монад соединяются. В результате образуется зигота.
Она покрывается плотной оболочкой, оседает на дно водоема и переносит неблагоприятные условия. При наступлении благоприятных условий зигота делится на 4 части, из которых формируются молодые хламидомонады. Они растут и постепенно могут размножаться бесполым способом. Итак, ребята, какие выводы можем сделать на сегодняшнем уроке? Деление организмов на группы в соответствии со схожестью и отличием между группами называется классификацией. Создание классификации растений явилось основной задачей систематики растений. Карл Линней ввел бинарную номенклатуру. В настоящее время приняты таксономические единицы – царство, подцарство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид. Водоросли встречаются одноклеточные и многоклеточные. Относятся к низшим растениям. Ребята, обратите внимание на источники информации, которые были использованы при подготовке данного урока. Спасибо за внимание. До новых встреч!